Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет при полных трибунах. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Руководитель организации убежден в том, что к тому времени коронавирус будет побежден и соревнования пройдут безопасно для болельщиков и участников. Отметим, что в данный момент из-за пандемии ряд состязаний проводится с ограничением количества зрителей или же вовсе при пустых трибунах. Турнир в Катаре станет первым в истории чемпионата мира, который пройдет в зимнее время. По плану он должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Российский нападающий Фиорентины Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Форвард официально стал игроком флорентийского клуба 27 января. Однако до этого момента не мог быть заигран из-за бюрократических моментов. Таким образом, Кокорин сможет дебютировать уже в следующем матче чемпионата Италии, в рамках которого фиалки 5 февраля на своем поле примут миланский Интер. Напомним, россиянин перешел в Фиорентину из московского «Спартака». В текущем сезоне в составе красно-белых Кокорин провел 10 официальных матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Баскетболисты московского ЦСКА проиграли польской «Зеленогорье» в гостевом матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 90-93. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник хозяев площадки Габриэль Лундберг, набравший 26 очков. В турнирной таблице лиги ЦСКА занимает 2-е место, одержав 10 побед в 13 встречах. Польская команда идет на 5-й позиции, имея в активе 10 побед при 7 поражениях. В следующем туре россияне дома встретятся с эстонским Калевом, а Зеленогора примет Нижний Новгород. Обе игры пройдут 7 февраля. Хоккеисты московского «Динамо» на своем льду со счетом 2-0 победили санкт-петербургский «СКА» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Результативными бросками отметились Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. Эта встреча стала 3-й в очном противостоянии команд в текущем сезоне. В предыдущих матчах победу также праздновали динамовцы. В таблице западной конференции они занимают 4-е место, набрав 52 очка. Петербуржцы, ранее обеспечившие себе участие в плей-офф турнира, идут на 2-й позиции, имея в активе 70 пунктов. В следующем матче 3 февраля «Динамо» дома примет хельсинский «Йокерит», а «СКА» днем позже на своем льду сыграет с ярославским «Локомотивом». Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 3 медали на первенстве Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. Соревнования прошли во Владивостоке. В активе якутских спортсменов 2 золота и 1 серебро. На высшую ступень пьедестала взошли Артур Пенигин, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, и Андрей Слепцов, первенствовавший в весе до 110 килограммов. Серебряным призером турнира стал Семен Стручков, состязавшийся в категории до 51 килограмма. Оазис среди северного безмолвия, придающий заряд энергии. Так называют удачницы бассейн «Русалочка» культурно-спортивного комплекса. Помимо секции плавания для детей, там возобновили работу группы аквааэробики для взрослых. Тренируются удачницы под руководством опытного тренера. Подробнее в следующем материале. Легкая динамичная музыка, журчание воды, устремленный взгляд на тренера. Занятия аквааэробикой больше напоминают танцы на воде. Я чувствую себя потом какой-то подтянутой, легкой, приятная усталость. Прям, не знаю, ощущения непередаваемые. Для Светланы Никифоровой занятие спортом – дело привычное, но все же предпочтение женщина отдает водным видам. Как только услышала, что в бассейне заработала группа по акваэробике, не задумываясь, записалась. Я после посещения ощущаю прилив сил и в то же время усталость. Я думаю, это самое правильное, когда ты не нагружаешь свои суставы. И вообще очень тяжело здесь вроде бы. Вроде бы кажется, что на самом деле легко, на самом деле очень тяжело это выполнять. Марина Нахаева начала заниматься аквааэробикой еще в 90-х. После был длительный перерыв. Девушка решила поэкспериментировать. Вспомнит ли ее мышечная память все, чему училась она раньше. Этого не произошло, но поверьте мне, абсолютно неважно, умеешь ты плавать, либо нет, ходил ты раньше или нет, это классно. Вот просто, вот это здорово, я действительно всем искренне желаю обязательно сюда прийти хотя бы один раз, и я уверена, что второй раз вы обязательно захотите посетить это место. Заниматься аквааэробикой может любой желающий. Мы, соответственно, подбираем комплекс упражнений непосредственно для различного возраста и с различными
заболеваниями, скажем так, у женщин. Оплачивать за занятия можно каждое посещение. Также можно приобрести вот такие сертификаты, которые включают 8 походов в бассейн. Кстати, в преддверии 23 февраля и 8 марта это будет замечательным подарком для ваших любимых, для кого спорт является неотъемлемой частью их жизни. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!